музей гидроэнергетики. И все, больше никого не берут? Значит, расположены они в машинном зале. Москва тоже нуждалась в электричестве. За тунеядство тоже наказывали. Вы представляете, какой это был праздник? Высушил 9 миллионов. Самая мощная АЭС России. Все это погружают в шахту. Чайки есть, станция работает. Да, вы знаете, я вам хочу сейчас показать. Условия достаточно суровые. По линиям электропередач высоковольтных. Еще, Саша, давай. А что он горит? Чтобы не было внутри нас никаких вулканов. Говоришь, что какие у вас проблемы там? Нет, вообще прям. Директор, вы хорошо работаете, проблем нет у рабочих. Внизу 25 метров, а сверху 45. Очень нам понравилось в этом музее. Мужчины в технике, женщины в розах. Нам сказали под лопастями постоять. Да. Все под водой. Обалдеть. Вы, если будете в Угличе, экскурсия номер 1 – это гидрологический музей. Все, время 15:40, на улице 20,5 градусов. Мы выезжаем из Углича. Вот поднимаемся на мост. Едем дальше. Эти места уже помню. Все, мы въезжаем в Мышкино. Все, вот эти места я уже помню. Ходили тут. Волгар. Вот у них здесь музей. Ну там Золотое кольцо. народец ходит. Ой. Я так прямо поедем. Тут никак такая старинная улица. Здесь одностороннее, что ли, движение? Гостиница Благодать, смотри. Какие-то розовые домики. Ух ты, парусные. Давай сейчас до конца доедем, а потом уже я хочу показать вам, где я жил. Гостинчики. Мышкин и Ненен. Вот здесь вот причал, вот, ну потом здесь проконёсь, погуляем. Он мышка уже. Том и Джерри. Вау! Вот здесь и судака ела, я не знаю. Николай Карамзин сейчас... приехал. Другой корабль, да? Да. Приплыл Николай Карамзин. А второй за ним тоже какой-то он. Два их там. Башкиряне все гуляют, нас корабля. По-любому. Да, у них бейджики у всех висят. Ой, белочка и мышка. Ой, это что такое? Мостовая какая-то сделана из камней. Можно ехать? Ну, поехали. Что, я не помню. Ты испугался, да? Что за прикол? Мне кажется, другая дорога была, нет? Ну вот сейчас тебе из камней. Чтоб все прелести их прочувствовал. Я не помню, что такая была дорога. Мне кажется, там надо было не ехать. Ну ладно. Ой, какой домик симпатичный. Тут кусочек всего, видишь? Я не знаю, что за прикол они сделали, конечно, но этого не было. Ну вот, может быть, с горы, чтобы не скользко было ездить. Да, ну. Для туристов прикол какой-то сделали. Он там мышку уже обнимает. Туда можно ездить? Рыба копченая, вяленая. А это, наверное, это дно очищают, что ли, справа. Не пойму, или что это перевозят, просто щебень белый. Вон, видишь, у них какое судоходство? Да. Вижу. Ну, хотите, можно здесь погулять сейчас. Хотите? Нет, ну, хотим где-то погулять. Так ты доедь до того места, где Ну, ты давай, жил-то. да. Ты сам не можешь Ты определиться. подожди, я забыл уже. Я думал, такая улица, она прямая идет.
А вон на центральной улице, вот это. То есть мы не по центральной ехали? Вот центральная. Волжский фермер. Вот это центральная. Да, точно, вот это. Вот, я по ней. Мне было 25 лет. Я вот по ней ходил оттуда с пансионата пешочечком сюда, вот в магазины. Там потому что ничего не было. А я и был в это же время. Вот 2005 год, считай, 20 год назад. Вот это я в это время и был. Июль. В такое время, 25. Да, вот эта дорожка. Точно. Здесь нет. Нифига себе, это я такие расстояния ходил пешком. Может, значит, молодость. Пошел. И там сейчас будет здание Лесная сказка или как это там. Ну нафиг, это я ходил здесь. А куда ты ходил-то? Да в магазы, просто в магазы. Там же ничего нет. Вон гостиница. Не твоя? Они вон как по-другому все сделали. Вон экскурсионный автобус. Это нет, это Газпромовский. Вон туда мы ходили. На речку. Это Газпромовский. А, да. Да, точно, ужас. Это ты еще дальше там, что Да. ли? В лесу жил, что ли? Сейчас там будет здание. Ты в лесу, что ли, жил? Да, в сосновом, вот в этом сосновом бару. В палатке, что ли? Где он? Подожди, не понял. Его, может, несли уже? Да ну нафиг. Это я вот тут так далеко ходил. Вот, значит, что молодость делает, да? Подожди, я не понял, Юра, а где она? Вот тут должно быть. А, вон она спряталась, конечно. Вон она. Вон. Представляете? А это лесной бор. Здесь я жил, в этой заднице. Вот здесь. Вот где-то он на втором этаже. Вот тут вот. Окна туда выходили. Так вон туда пойдем? Не, зачем? А, мы Так туда. просто посмотрели и все. А, я думала, мы туда идем. Не. Ладно, понятно. Тут даже фонтаны есть. Ничего себе. И дедушка Ленин. Смотрите, справа тоже какой дом старинный. Ага. Какой-то он такой интересный. Набережная, смотри, уже не построили, не было. Это прогулочную зону? Да, тут набережная. Интересно, длинная, нет? Это длинная, вон все идет. Да, вон все это. Этого не было. Новострой. Те, когда я здесь был, здесь такого не было. Да, он сверху люди гуляют. Все она идет, прикинь, такая длинная. Да. Прикольно сделали, конечно. Ну и сколько объем, да, берег.
Интересно, в каком году это сделали? Теплоход Николай Карамзин построен в 1981 году в Германии. Вместимость 309 пассажиров, 115 членов экипажа. Пойдем? Тросы какие пристегнуты. А, видишь, они швартуются не к этому, а вот к этому, да? Ага. Интересно, как он швартуется? Да, у вас все нормально? Да, ну давай быстренько, ага, ты здесь. Рыбный дворик. Ага, вам как называется? Чисти, какая тут рыба красивящая. Гулять-то гулять. Уголь 4000. Папа так берет. То есть тут он всегда продается, да? Ну, получается, да. Ой, господи. Все вам. Артем, там вертолет. Часики. Вот, вон на дверь. Максим тебе загородил стрелку. Никто не поймет. Так, мальчишки за Сашкой, там вот Саша, Кирилл вообще не видно. Пройдем, смотри. Или пройдем. А, может, пройдем. Бесплатный сыр только в нашей мышеловке. Может, здесь пройдем. Да, я вспомнила, кому я еще могу Да, подарить. конечно, вы берите оба. Да не, у меня уже денег нет. Другой пакет? Да, другой. Хотела мышку купить, а потом думала, ладно. Ух ты. Даже потолок расписной. Древо жизни, выставка. А, это еще какая-то тут выставка. Ха-ха. Мышка. А это кто?
Вот это. Мышка тоже. Мгм. Мышеловка. Смотрите. Ань, смотри. Это музей. Мышкины палаты. А вот сюда, наверное, все и ходят. Главный музей, наверное, у них. Мышкины палаты. Ну так мы все, в музей-то не идем? Нет. Все едем. Вот ты говоришь, как бы жаловался, я помню. Выезжаем из Мышкина. 22 градуса на улице.